Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В субботу в Любляне прошло традиционное ежегодное мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны. В годы Второй мировой войны Любляна была оккупирована сначала итальянскими, а затем немецкими фашистами. И по периметру Любляны был забор из колючей проволоки. В память об окончании Второй мировой войны люди ежегодно проходят путь вокруг Любляны по тому маршруту, где раньше была колючая проволока. В этом году этот путь прошло 37 тысяч человек. Вчера я встала в 5 утра, чтобы поскорей начать свой путь. Нужно пройти весь этот путь, который составляет около 35 километров. Раньше, где были вражеские КПП, стоят палатки, в которых сейчас вам ставят печати. И если вы соберете 9 печатей и успеете обойти все эти точки до 5 вечера, то получите награду бронзовую медаль. И вчера мне удалось получить эту награду. Но шла я больше 8 часов, очень сильно устала и сейчас не чувствую ног. Австрия продлила пограничный контроль со Словенией до ноября и в то же время на тот же срок продлила контроль с Венгрией. Среди причин продления контроля Австрия в своем уведомлении Европейской комиссии назвала нестабильную ситуацию с миграцией и безопасностью в ЕС. Австрия опасается торговли оружием через свою территорию, торговли людьми, угроз безопасности после нападения Хамас на Израиль в октябре прошлого года. Также опасается терактов и многочисленных террористических угроз в государствах-членах ЕС, а также усиления антисемитизма и опасности проникновения террористов на территорию Австрии вместе с мигрантами. Словения постоянно выступает против контроля на общей границе. А Европейская комиссия постоянно подчеркивает, что контроль должен быть крайней мерой. С осени прошлого года контроль на границе со Словенией также осуществляет и Италия. А Словения, в свою очередь, ввела временный контроль на границах с Хорватией и Венгрией. К сожалению, европейские границы не могут оставаться такими же открытыми, как были раньше. Лотерея Словения несколько дней назад объявила, что 23 апреля был выплачен рекордный главный приз Евроджекпот в размере 60 миллионов евро, из которых счастливый победитель после выплаты налогов получил головокружительные 51 миллион евро. И кто же стал счастливчиком? К сожалению, личность победителя не раскрывается, но известно, что он родом из Менгиша. Менгиш – это маленький городок, всего лишь в 20 минутах езды от Любляны. И Менгиш в прошлом году очень сильно пострадал от наводнения. Кадры наводнения в Менгише облетели весь мир. И пожарный, который спасал детей из затопленного детсада, тоже стал знаменитостью. И сейчас мэр Менгиша так озвучил новость о победе человека из Менгиша. В прошлом году нас постигло огромное несчастье. Но в этом году к нам вернулась удача, прокомментировал победу мэр Менгиша Бога Ропотар. Годовой бюджет муниципалитета составляет чуть более 8 миллионов евро. А сейчас они получили огромное вливание в бюджет благодаря уплаченному налогу с выигрыша. И муниципалитет еще не знает, на что пойдут деньги. Но, скорее всего, они пойдут на восстановление региона, пострадавшего от наводнения. Прошел ежегодный конкурс Евровидения, и сейчас я посмотрела победителя. Победила в этом году Швейцария, и я только что посмотрела этот номер. Победил какой-то странный фрик, который пел и танцевал в розовой юбке и в какой-то такой мохнатой розовой кофточке, похожей на полушубок. И мне кажется, что этот конкурс просто стал очень-очень политизированным. Мне не понравилось ни как он выглядел, не понравилась эта песня, и вообще непонятно, почему
почему ему дали первое место. Я бы отдала свое предпочтение Италии. Я считаю, что они выглядели очень достойно, и их песня точно будет хитом. Словения в этом году в конкурсе Евровидения заняла 23 место. И это я считаю справедливым. Словения в этом году мне совершенно не понравилось. Делитесь своим мнением, за кого вы болели в этом году, если вообще смотрели конкурс Евровидения. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне в течение дня ожидается слабый дождь. Температура плюс 16 градусов. На 8 градусов холоднее, чем сегодня. Ветер слабый 2 метра в секунду. Алиса, спасибо за прогноз погоды. Пожалуйста, это было нетрудно. Очень жалко, что снова начинаются дожди. Друзья, на этом новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!